Друзья, Дуслар, всем привет! Вы смотрите шоу «Окей, Рима, что не так с татарским?» Здесь я, как человек, который учит татарский, задаю вопрос Римме, которая является экспертом по татарскому языку, носителем татарского. У нее куча блогов про татарский, я думаю, все вы ее знаете. Какие-то вопросы, которые я сам тяжело понимаю в татарском. То есть я понимаю, возможно, но, возможно, там они какие-то со сложностью, есть какой-то парадокс. И вот каждое видео мы будем разбирать какой-то один вопрос. И, Рима, вот сегодня у меня такой вопрос. Что в татарском не так с буквой «А»? Почему, когда мы говорим, например, вот есть слово «алмагашлар», мы его напишем, там будет «алмагашлар», «алмагашлар», но мы никто не говорим слово «алма», мы говорим «алмагашлар». Почему «А» превращается в какое-то вот «во»? И даже вот мое имя Айнур, меня мама в детстве всегда во дворе звала там «Айнур, Айнур», ну так вот по-татарски. И во дворе парни, которые не татары, они слышали это как «О», и они меня называли «Ойнур». Я говорю, не, меня Айнур. Угу. Вот можешь объяснить, что происходит? Ты очень прикольно так сказал, «Алмагашлар», прям как на баяне сыграл. А это не с буквой такие проблемы, это не буква так себя ведет, это звук себя так ведет. То есть буква А может где-то читаться как А в своей там роли, а в начале слова, то есть в первом слоге, этот звук огубляется. То есть это что-то среднее между А и О. То есть что-то промежуточное. То есть это не О татарское, а вот О. О. То есть рот не сразу открывается как надо для произношения А. Мы на самом деле очень практичные и немного ленивые люди, то есть зря тратить не будем ни ресурсы, ни кислород, ничего. Поэтому мы лениво так начинаем, но к концу, да, как ты говоришь, лар уже все, А раскрывается на полную. То есть мы уже, да, так разгоняемся, к концу уже правильно произносим. То есть в начале любого слова А всегда будет читаться, огубляется, да? Да. И потом со временем она превращается все больше и больше... Да, это не только первая буква А, это в первом слоге так происходит. Например, если человек русскоязычный, он будет читать балалар. Да, мы говорим балалар. А мы балалар. И татароязычный человек, носитель, удивляется, когда, например, ученик или не носитель татарского вот это вот балалар пишет через О, потому что непонятно, откуда он взял эту букву О. Он же знает, что это бала, почему там не писать бы через А все. Ну да, и бал, мед, да? Пишется бал? Да. Бал. Зимний бал. Это бал. То есть для нас это привычно. Для нас привычно написать балалар, читать балалар. Но для человека, который изучает татарский язык, только начинает въезжать в эту тему, да, это будет вызывать вопросы. И часто люди путают, например, слово «оши», «оши». То есть «оши» все понимают. «Ошарва», «оша». Кушать. Есть, да. А «оши» — это нравится. Да, а когда начинаешь говорить «оши», они его начинают путать вот с этим «оши». Потому что звучит для неносителя очень похоже. Да, да. И носителю, наоборот, непонятно, как можно вот путать вот такие очень похожие слова между собой. Давай внимательно послушаем. Скажи «кушает». Ошей. Нравится. Ошей. Похож. Охшаш. А как бы ты вот научила неносителя произносить вот это вот «а» с углублением? Начинать лениво. То есть как будто вы не очень-то и хотите разговаривать. То есть для «а» ротовой аппарат больше открывается. Алмагашлар. Вот можно встать перед зеркалом и посмотреть, вот как открывается рот при каждом звуке «а» в слове алмагашлар. Хороший пример. Или балалар. Мне кажется, вот я по себе чувствую, что я будто бы хочу сказать «о», то есть у меня губы вытягиваются, огубляются вот так, но говорю я «а». То есть и получается «а». То есть я начинаю, если говорить «а», и потом огубляю губы, смотри, «алмагашлар». Алмагашлар. Ну, в общем, да, можно позаниматься и найти тот самый звук. Да, вот такой казус с буквой «а». А ты знаешь еще языки, где есть огубление звуков? Ну, вот именно огубление любых звуков, конечно, есть, там «о», «ü», там, но с буквой «а». Я слышу, что узбекский тоже такой, но я не знаю, я не проверял. Даже не серчил, ничего, поэтому если кто-то знает, я не знаю пишите. узбекский, поэтому не могу отвечать. Но, например, после
русского языка, где «о», если не под ударением, то читается как любая другая буква, но не как «о». Например, или «а», или, наоборот, оно не произносится, если в конце, например, слова не слышно его. С этим проблемы, например, когда те же самые англицизмы, которые мы знаем через русский язык, то есть слово «концерт», например, там пишется «о», мы читаем «концерт», но в других языках нет такого, что «о» тут не под ударением и не читается как «о». И они уже удивляются, когда ты говоришь «концерт», когда ты говоришь «омлет», потому что у них это «концерт», у них это «омлет». Ну, в татарском вообще говорят «консерт». У нас говорят «консерт». Консертка ворасан? Да. Классно, Рим, большое спасибо. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если у вас есть тоже какие-то парадоксальные вопросы по татарскому языку, напишите, я их в следующем видео задам Риме. Рахмет. Сау благос. Сау благос.